Июль 2016 года стал рекордным для международного объединения «Алашара». В течение недели друг за другом были организованы и проведены 7 мероприятий. День культуры народа Абаза, День флага Республики Абхазия, Абазинские игры с самым большим количеством участников и зрителей за всю историю их проведения. Состоялась торжественная церемония закладки камня будущего спорткомплекса в ауле Красный Восток. Был проведен первый съезд Ассоциации абазинских общественных организаций «Абсадгил» и организована встреча правления ассоциации с главой Карачаево-Черкесии. Проведена первая конференция интеллигенции абазинского народа. Была организована встреча с общественной организацией «Женский совет абазинских аулов». Мероприятия прошли в режиме нон-стоп и были организованы на высшем уровне. Впереди большая работа по воплощению в жизнь принятых решений и утвержденных планов. А мы по завершении череды этих важных, но непростых в подготовке мероприятий решили спросить сотрудников международного объединения, нравится ли им быть в команде Алашары, команде Мусы Экзекова и почему. Нравится работа, вот в такой команде работать, прекрасная команда. Были незапланированные мероприятия, насыщенные очень дни были. Я думаю, мы справились хорошо, на благо, как говорится, абазинского народа. И я думаю, соседи, увидев это, тоже возьмут у нас опыт. Надеюсь, что в дальнейшем будут проводиться такие мероприятия. Естественно, нравится. В принципе, почему нравится? Во-первых, команда собралась неплохая, дружная, где друг другу все помогают. Во-вторых, естественно, любое дело, какое бы мы делали, любое мероприятие, вернее, какое бы мы ни делали, чье бы оно ни было, естественно, все вместе впрягаемся в это мероприятие и все вместе, как бы помогая друг другу, делаем добро на благо народа. Очень нравится работать в коллективе. Коллектив очень собранный. Все друг другу помогают, от души помогают. Никаких там других мыслей нет у людей. Если он помогает, он помогает. Если же еще что-то надо делать, и остаются после работы, и продолжают помогать друг другу. Вот. А так, большое спасибо всем ребятам, все очень даже от души относятся. Я хоть и старше их, но они все, что надо делать мне, помогают мне, всегда помогают, от души все делают. Спасибо большое. Муса Хабалевич удивительный человек с удивительной энергетикой. Таких людей я, можно сказать, никогда не встречала. За исключением Владислава Арзенба. Их, я думаю, можно сравнивать, потому что они способны повести за собой людей, они способны самые смелые мечты воплощать в жизнь. Думаю, мы много чего можем сделать, если будем командой. Да, нравится. Мне нравится, что здесь собраны именно абазины, есть общий командный дух. И чуть-чуть меня камера смущает. Нравится с вами общаться, вы все открытые. Мне нравится видеть, как, в качестве примера, как развиваются проекты по сохранению и развитию малочисленных народов. Я знаю, как Муса Хабалевич в Петербурге развивает проекты. Я вижу, как он. И вот это очень интересно наблюдать, и большая честь еще и в этом участвовать. Работать в Алашаре не может не нравиться. Потому что каждый шаг, который ты сделаешь здесь, это прорыв для всего народа. И поэтому лучше работы просто придумать невозможно. На самом деле это правда. Нравится в Алашаре работать. Во-первых, потому что тут такая команда, она необычная, она вся такая креативная. Каждый человек – это отдельная история. Да, ответ на первый вопрос, да. Очень нравится. В команде Алашара. Очень нравится, честно говоря, вот именно направление советов, мне понравилось очень. Вот. Чем больше углубляешься, так скажем, тем больше открывается. И даже если вначале где-то какие-то, как-то скептически относишься, вообще стоящее дело, нужное ли дело, но постепенно, вот когда открываешься, видишь пользу и к чему это может привести, то, честно говоря, сам заражаешься. И я скажу, что занимаясь именно этим направлением, я сам лично развиваюсь очень сильно. Это такая, скажем, мощная школа, которая любому сотруднику понадобится не только в нашей же работе, вообще в жизни. Нравится еще потому, что, во-первых, это работа, которая посвящается своему же народу,
которая идет во благо народа, во благо возрождения, сохранения своего народа. Нравится тем, что мы развиваемся, мы растем, она знает, люди, мы добиваемся успехов не в коммерции, не в чем-то, а в каких-то жизненных, социальных моментах. Это для юриста новое что-то. Потому что юристы обычно это финансы, коммерция, какие-то сделки оформления. А здесь мы работаем для народа, народ нас знает и как-то вдохновляет. Любовь к работе, что редкость бывает вообще в организациях, вообще в командах. Это любовь к своей работе. Вот это меня первое, что поразило, и вот эта действительно сплоченность, которая меня очень сильно радует. Судя по этим 5 дням, Алашара — это мощная вещь. Выдержать такую нагрузку и так провести столько мероприятий в такой короткий срок, это я не думаю, что какая-то другая команда на это способна. Да, мне нравится. Это хобби, за которое еще платят зарплату. Но мы сейчас очень устали. Сами устали. Неудивительно. Мы работали долго, вся наша команда. Они большие молодцы. Но мы сделали, я думаю, героический подвиг. Мы работали, не знаю, днем и ночью, с самого раннего утра до самой поздней ночи. Наши ребята все просто молодцы. Уже голова плохо работает к концу дня, но мы очень довольны. Сейчас, я думаю, у всех ребят такое чувство выполненного долга. Мне кажется, все довольны собой, довольны Алашарой, то, что мы показали. Очень высокий уровень. Один из самых высоких уровней на юге Кавказа и в Карачаево-Черкесской республике по организации мероприятий самого высшего класса. Я доволен.